Слово для выступления предоставляется постоянному представителю Джоркенеша в Конституционном суде Усману Айдарбеку Касмалевичу. Выключите микрофон. Так, здравствуйте, уважаемый суд, уважаемый председатель, участника процесса. Мы, изучив обращающей стороны ходатайство господина Гушленко Константина Владимировича, приходим к выводу, что Гушленко поставил вопрос перед Конституционным судом о проверке конституционности части 1 первой статьи 148 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики. Стало известно, что по иску Шадыевой о взыскании задолженности солидарно с Джумабековой, Сосо Гермес и Смаиловой было подано исковое заявление в Ленинский районный суд города Бишкек, и где 15 февраля 2023 года Ленинский районный суд города Бишкек своим определением в целях обеспечения иска наложил арест на домовладение по адресу улица Токмокская, 83, города Бишкек, в результате чего, что выяснилось, это домовладение принадлежит господину Гушленко. Указанный в определении дом по госакту на право частной собственности от 2017 года принадлежит Гушленко. Здесь следует отметить, что судья принял решение о наложении ареста на дом при соблюдении всех требований Гражданского процессуального кодекса, то есть главы 14 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, где гласит, что при принятии судом искового заявления суд обязан в течение сутки принять меры по обеспечению иска и принять меры о наложении ареста на имущество взыскателя, на ответчиков, то есть. И судом было принято вот такое определение. При рассмотрении дела в районном суде Гушленко не был, естественно, привлечен к гражданскому делу и не был извещен о принятом решении. В последующем Бишкекским городским судом на основании части 1 статьи 148 этой же нормы Гражданского процессуального кодекса в заявлении гражданина Гушленко было отказано. Но Гушленко обратился в Верховный суд Кыргызской Республики с кассационной жалобой, где коллега Верховного суда по экономическим и гражданским делам оставил решение нижестоящих инстанций в силе и отказал в заявлении Гушленко, опять ссылаясь на применив частью 1 статьи 148 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики. То есть вот оспариваемая норма четко прописывает, что при наложении ареста на имущество имеет право обратиться только участники процесса. Так, мы считаем, сторона ответчика, что Гушленко неправильно истолковал норму закона и считает, что судебные инстанции лишили его права на судебную защиту гарантированных Конституцией Кыргызской Республики. По его мнению, примененное судами положение части 1 статьи 48 Гражданского процессуального кодекса напрямую противоречит требованиям части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, препятствуя гражданам на гарантированную Конституцией судебную защиту и нарушенных прав. Сторона ответчика считает, что приведенные доводы Гушленко необоснованным, а требования обращающей стороны не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. Часть 1 статьи 148 ГПК определяет порядок отмены меры по обеспечению иска судом, принявшим эти меры. Соответственно, законодатель определил круг лиц, наделенных полномочием обратиться в суд с заявлением об отмене этих мер. Наложение ареста на имущество является временной мерой и направлено только для обеспечения искового производства. В случаях, когда обеспечительными мерами затрагиваются права и законные интересы лиц, не являющихся сторонами по делу, процессуальное законодательство предусматривает специальные механизмы защиты таких прав, включая возможность обратиться в исковом порядке, в суд в исковом порядке. Часть 3 статьи 323 Гражданского процессуального кодекса определяет
право апелляционного обжалования судебных актов. Согласно этой норме, судебные акты, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы как сторонами, так и другими лицами, участвующими в деле в апелляционном инстанции. Таким образом, законодатель предоставляет право обжалования судебных актов не только сторонами, но и другими лицами, чьи права и интересы были затронуты данным судебным актом. Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса, определения суда первой инстанции могут быть обжалованы отдельно от решения суда сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Тем самым законодатель ограничивает возможности обжалования судебных актов не сторонами по делу, исходя из необходимости соблюдения процесса принципа непосредственности и недопущения постороннего участия в разбирательстве дела. Отдельному апелляционному обжалованию подлежат только те определения, которые прямо указаны в законе, либо существенно затрагивают права и законные интересы участников процесса. Гражданский процессуальный кодекс также отдельно предусмотрел возможность обжалования те меры, которые были наложены в ходе рассмотрения этого дела органами следствия, либо судебными органами в части обращения в обеспечительных целях искового производства. И это предусматривается в статье 414 Гражданского процессуального кодекса, где предоставляет право не являющимся сторонами дела, чьи имущественные или иные права затрагиваются в процессе исполнения судебного акта. Таким образом, мы считаем, что ходатайство господина Гушленко и в лице Сагана Зарлыховича подлежащим отказу удовлетворению. И в дополнение хотел бы отметить, уважаемые судьи, я понимаю, что господин Гушленко оказался жертвой действиями ОСО «Гермес». Конечно, я здесь выяснили, понял, что Гушленко является собственником этого участка, и предметом спора, предметом рассмотрения в суде первой инстанции именно является земельный участок совместно со строительством. Но как я понял, как представитель по доверенности объяснил, что там было возведено 3 этажа, да? Там только в одном или двух зданиях. И дальше приостановлено ОСО сейчас перестал существовать, и сейчас идет следственные действия. Поэтому я думаю, что суд просто так не может наложить арест на чужое имущество. И я понял, что Гушленко каким-то образом был связан с этим участком, и арест был наложен правильно, и суд применил. И данная статья, 148 часть 1, никоим образом не противоречит Конституции Российской Республики, потому что Гушленко и за адвокату я не зря вопрос задавал, потому что они имели право обратиться с исковым заявлением в суд. И они имели право обратиться с ходатайством в суд, что их привлекли как в качестве заинтересованного лица. И в этом случае они полноправные члены, участника процесса, они могли бы участвовать и дальше вести процесс. Поэтому я считаю, что в одном примере, в одном деле данная норма не должна быть признана неконституционным. Я считаю, что норма правильно применена, то есть правильно заложена в кодексе, и прошу отказать. Спасибо.